Джордж Бернард Шоу – великий английский драматург ирландского происхождения, автор множества пьес и нескольких романов. Одно из лучших его произведений – пьеса «Пигмалион». В основу этого произведения автор положил античный миф о скульпторе Пигмалионе, который создал прекрасную статую морской нимфы Галатеи и сам влюбился в нее. Своим обожанием и молитвами он добился того, что она жила и стала его женой. Но, разумеется, Шоу решил повернуть миф по-новому, и чем неожиданнее и парадоксальнее, тем лучше. Действие было перенесено в современную Англию, скульптор превратился в профессора-лингвиста, ставящего научный эксперимент. Проблемы фонетики английского языка с его крайне трудным произношением волновали Шоу всю жизнь. Он возмущался тем, что в английском языке каждая гласная имеет несколько разных звучаний, и мечтал о создании такого алфавита, который точно передавал бы все эти оттенки. Шоу попытался соединить красивый миф о Пигмалионе с пропагандой научной фонетики. В предисловии он уверял читателей, что проповедь фонетики – его единственная цель. На самом деле пьеса гораздо глубже и богаче по содержанию. В ней поставлена острая социальная проблема природного равенства людей и их классового неравенства. Только произношение отличает уличную цветочницу от герцогини. Но и овладев безукоризненным произношением и изящными манерами, героиня пьесы остается такой же бесправной и нищей. Это и психологическая драма о любви, которая почти превращается в ненависть. Это и гуманистическая пьеса, показывающая, как бережно нужно подходить к живому человеку, затевая какой-то эксперимент. Итак, цветочница Элиза Дулиттл. Яркая незаурядная натура. Ее обаяние мы чувствуем в начале, когда она еще говорит на нелепом уличном жаргоне. Она является к профессору фонетики Хиггинсу и, наивно предлагая жалкие гроши, просит обучить ее красиво говорить. Она не собирается стать герцогиней, она только мечтает поступить продавщицей в большой цветочный магазин. Вот что ответил на ее просьбу профессор Хиггинс. Элиза, 6 месяцев вы будете жить в этом доме и учиться говорить красиво и правильно, как молодые леди в цветочном магазине. Если будете слушаться и делать все, что вам скажут, вы будете спать в настоящей спальне, есть сколько захочется, покупать себе шоколад и кататься на такси. А если будете капризничать и лениться, будете спать в чулане за кухней вместе с тараканами, и миссис Пирс будет бить вас метлой. Через 6 месяцев вы наденете красивое платье и поедете в Букингемский дворец. Если король догадается, что вы не настоящая леди, полиция схватит вас и отвезет в Тауэр, и там вам отрубят голову в назидание другим чересчур дерзким цветочницам. Если же никто ни о чем не догадается, вы получите 7 шиллингов и 6 пенсов на обзаведение и поступите в цветочный магазин. И если вы откажетесь от этого предложения, значит вы неблагодарная и бессовестная девушка, и ангелы в небесах станут лить слезы, глядя на вас. Как закончилась эта занимательная история, вы узнаете, прочитав пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион».